Сегодня в спортивном зале ДЮСШ номер 1 в многоборье мерились силами 14 девочек 2000 и 2001 года рождения. Из иностранных участниц на гимнастический ковер вышли только 4 спортсменки из Сирии, Монголии и Индии. Маленькая гибкая Инга Галеева из Уральского округа мчится по беговой дорожке, чтобы потом взлететь в опорном прыжке. Тут главное – устоять на ногах. Россиянке это пока удается. Инка, вот я заметила, ты немножко хромаешь. Ты вот сегодня это случилось, да? Да. Что случилось? Ну, я сделала на разминке сальто вперед и приземлилась на ногу. Отшибла. Больно было? Да. Гости из Сирии, несмотря на свои 12 лет, в отличие от других гимнасток, выглядели очень взросло. И внешне они были самыми крупными и большими. Жаль, что оценки их оказались не такими же высокими. Но они не отчаиваются. Ничего, хорошо. Это первый раз соревнования. Вы в Якутии, в России в первый раз? Да, это первый раз. Очень хорошо они. Люди очень хорошо. Хочешь, помоги и так. Очень приятно. Мне Егин Таптибин, Якутия. Нашу сборную на спортивной гимнастике представляли 4 девочки. Из них Аня Глебова самая младшая. Кстати, она самая младшая и среди всех участников игр «Дети Азии». Ей всего 10 лет. Анечка, жительница пригородного поселка Марха, пришла в этот спорт в 5-летнем возрасте и привела ее сюда мама Оксана Котогорова. Пусть не удивляет вас разные фамилии матери и дочери, ведь Аня – приемная дочь Котогоровых, которые воспитывают аж 14 детей. Вот и на соревнования они приехали всем своим большим семейством, чтобы поддержать Анютку. Хотя мы ей говорили, что мы не пойдем смотреть, потому что когда мы смотрим, она, наверное, больше волнуется. А когда выезжает на выездные соревнования, она всегда хорошие места у нас приводит, первые, вторые, а здесь никак. Но все равно нас увидела, как мы не прятались. Ну как она выступила, на ваш взгляд? Ну, нормально. Я ей позавчера с ней разговаривала, я говорю, волнуешься? Нет? Аня, мы с тобой. Анюта старалась изо всех сил и благодаря опорным прыжкам вышла в финал с результатом 11-700. Завтра ей предстоит повторить свой высокий результат вместе с Максимовой Лизой. Остальные девочки Арина Ариносова и Маша Щедрина, к сожалению, в финал не вышли. Вы видели, как выступают другие девочки? Кто вам больше всего понравился? Наверное, Настя из Ленина-Кузнецка. Да. А вот иностранки, девочки, как они выступали, на ваш взгляд? Ну, не очень сильно. А наши? Посильнее. Итак, сегодняшний тур определил 8 сильнейших. И золотую медаль в многоборье сегодня завоевала Настя Ильянкова из Сибирского федерального округа. Серебро у тезки победительницы Насти Коковиной, представляющей Уральский округ. На 3-й позиции вновь жительница Урала Инга Галеева. К сожалению, Инга Галеева не будет соревноваться в отдельных видах. Ночью она улетает домой, так как цены на авиабилеты на последующие дни достигают 60 тысяч рублей. Таким образом, право продолжить борьбу на турнире получает Праджапати Гатанджали из Индии, занявшая в многоборье 9-е место.